Доброе. Вспомнила, что понедельник. И многие считают, да, что день такой не сильно добрый бывает. Ну ладно, сегодня выходной. Всех приветствую. Мы сейчас на хуторе. Приехали вот второй раз за зиму. Сегодня погодка чудная. Мороз и солнце. День чудесный. Вот камера передает или, скорее всего, нет. Прям местами, как серебро, лежит на снегу и на солнышке блестит. Красота, тишина, прелесть, а не погода. Снега навалило, ну, где-то сантиметров 50. Ну, это особенно перед въездом, перед воротами. Здесь поменьше, похоже. Ну вот муж сделал приспособление, чтобы снег чистить не лопатами вручную, а приспособу для мотоблока. И вот опробовал. Вот дорожки почистил к колодцу, к сараям. И апробация прошла. Там кое-что подделать, и будет агрегат работать. Вот. Еще хочу сказать, пока не забыла, что с 23 февраля я никого сегодня не поздравляю. Как, собственно, и не принимаю поздравления на 8 марта. Уже только совсем глухой, слепой, не знаю еще какой, недееспособный, не поинтересовался историей этих праздников. Вот 23 февраля, День защиты типа Отечества. А какое событие, да, кто кого победил 23 февраля? Поинтересуйтесь, те, кто еще не в теме. Вот. А 8 марта там вообще весело. Из всех событий вроде бы как в Америке проститутки устроили забастовку из-за того, что деньги не платились этим портовым работникам. И, короче, у девок простой был. Безработными они были. И поэтому они там стали возмущаться, забастовали, возмутились, а потом здравствуйте, праздник, женский день. И все принимают подарки, цветочки и поздравления, что они проститутки, да? Ну, как-то у меня такое видение, не знаю, как у вас. И вот есть мнение такое, встречала, что как бы эти дни очень даже связаны с праздниками кучерявых. И в эти дни, когда народ бездумно гуляет, веселится, пьет обязательно, как без этого. Вот, и с них гавах снимается, опять-таки, для этих писатых дружбанов не наших. Так что, повторюсь, никого не поздравляю. Все, кто здравомыслящие, они знают, например, что день есть 3 июля, когда была победа над хазарским каганатом. Святослав с сотоварищами их побил. Вот. По-моему, это ближе к защитникам нашего Отечества, реальным, настоящим, а не так, как сейчас. Полстраны сидит, полстраны их караулит. И те, типа, мужчинами себя считают и празднуют вовсю, не понимая реальности происходящего. Так что еще раз порадуемся теплому зимнему деньку. Вот так хрустит под ногами у меня снежок. Мороз где-то градусов, наверное, 15. Вот иней на деревьях. Небо чистое. Никто его не загадил ничем. Снежок блестит на солнышке. Да, будет наша природа жить вместе с нами, если мы не позволим упырям
чтобы их планы сбылись и жизнь на земле закончилась. Да будет так, как надо людям здравомыслящим, осознанным, понимающим, что они не просто тушки на двух ножках, бегающие по земле от рождения до гробовой доски, когда всю жизнь только делали, поели, поспали, совокупились, в туалет сходили. Ну, еще, конечно, и работу поработали на эксплуататоров. А мы души, которых сюда высшие силы направили для того, чтобы мы опыта набирались. И воля этих душ неприкосновенна. А воля наша такова: жизни на земле быть.